нас в семье 7 человек. Вообще-то родились 13 человек, но взрослыми уже стали 7 человек. 2 девочки и 5 мальчиков. Я в семье самый младший. У нас отец и мать где-то до жизни в наследие Барагон-Булынского. Они с Верхояния, с Дулкалаха кочевали до самого, до 44-го года практически. И приехали они в 44-м году. Мои старшие братья, самая старшая Пелагея, потом Петр и Дима, пошли все троем в школу одновременно, трое. Ну, они все уже в возрасте были. Самый младший из них это Дима. И отучились, 7 классов покончили. И на семейном совете посоветовались и решили, что старшие останутся работать в колхозе, а Дима пойдет дальше учиться. Ну, если начинать надо было, конечно, с родителей. Отец и мать, они поженились в Верхояне. Мама родилась в 1905 году, а отец у нас родился в 1898 году. Вот они после женитьбы решили, перекочевали, ехали по всей, с деревни на деревню со своими коровами, прочими, где на плотах, где на лошадях, где на оленях. И вот они с Дулкалаха Верхоянского доехали, перемещаясь с поселка на поселок, с наслега на наслег, Барагонский наслег Булынского района, село Намы. Ну, и они, до этого, конечно, они там по-разному жили. Вот в основном это они, отец был мастером на все руки, плотничал, столярничал. Мама была дояркой. Потом в колхозе она стала знаменитой дояркой. Ее избрали депутатом Верховного Совета Якутской ССР в 1947 году. Вот это она за весь этот созыв ездила. Ну, можно сказать, практически на отъездах была. Призывали на сессию в Якутск. И после сессии она домой. Пока она доедет, вторая, следующая сессия, вот она туда-сюда моталась, все эти годы. И вот это Дима, вот после такого совещания семейного, Дима поехал учиться в Печур, в среднюю школу. У нас была 7-летняя школа на Слеге. И, естественно, я очень плохо помню его жизнь в Барагоне, потому что маленький был. Помню одно, что мои старшие братья четвером, Петр, Дима,
Никанор и Василий ходили на охоту и приходили ну, с добычей, богатой добычей, да. Я совсем малыш, это все это кое-как запомнил его и очень завидовал, что у них вот такой коллектив, вот, такой отряд, понимаешь, и у них ходят на охоту. Ну, после... Ну, остальные, конечно, вот я вам этот материал дал, да, вы, может, добавите сами там. В общем, после школы он поехал в институт и, отучившись, приехал в свой родной район. Естественно, Дима, как говорят, поехал учиться за всех, можно сказать, да, за старших, за Пелагея, за Петра. Учился, как говорят по-русски, из-за того парня, понимаете, да. Учился, естественно, он очень прилежно, считаю, я учился и успешно окончил. Дальше, а я это самое пошел более-менее по другой сфере, и мы по работе не стыковались с ним. Я по технической части пошел, я окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт, факультет механизации. Но я интересовался, естественно, чем он занимается, прослеживал его работу. И самое то, что он сделал для своего народа, можно сказать, да, для своих близких на Арктике, для оленеводов, это то, что он... Во-первых, он старался улучшить их социальную сферу. Вот это главное. Ну и при этом, естественно, не забывал о росте производительности труда, от чего у них это самое... Естественно, было бы это улучшение жизни вследствие больших заработков и прочее, прочее, да. И он это добился того, чтобы это оленеводом в самые трудные года вообще по России, по республике назначили зарплату. Вот это, вот, я даже со стороны это очень высоко ценю. Тогда было очень трудно, очень, можно сказать, крайне трудно. Вот этим назначением зарплаты оленеводом можно было бы даже, если громко сказать, то он спас, понимаешь, энную категорию людей, спас производство. Люди, имея хоть такую маленькую поддержку, остаться в оленеводстве и работать в стадах. И вот этот почин, да, вот это движение, потом уже перехватили и табунщики наши в республике. Впоследствии стали давать и табунщикам зарплату. Ну, там уже
потом пошло индексирование и прочее, прочее. Вот это, я считаю, ну, про научную его там, карьеру и прочее, прочее я не буду говорить. Знаю, но мало знаю. Так что свои тут коллеги об этом, наверное, больше знают и больше просветят. В его работе самый-самый большой вклад, конечно, и помощь оказала жена, супруга его Наталья Владимировна. Вот без нее он бы столько лет и даже физически не прожил, понимаешь? Это мы очень глубоко ценим и это самое, очень благодарны невестке нашей Наталье Владимировне. Ну, про детей это самое Наталья Владимировна, наверное, просветит, но я скажу, что это самое, дети его достойные. И дочка, и сын по работоспособности, по взгляду на жизнь, они не отстали от своего отца. Я их хорошо знаю. Наш колхоз держал где-то 300 голов рогатого скота, чуть больше лошадей якутской породы. И, естественно, это самое, вот это, оленей намного больше было. Там где-то, по-моему, 7 стад, по-моему, было. И колхоз был миллионер из республики, да. В 1936 году на ВДНХ, из республики вообще, да, на ВДНХ поехали в 1936 году, и в этой делегации были представители нашего колхоза. В 1936 году. Вот с нашего колхоза поехали, да, и поехали на этот ВДНХ в 1936 году представители колхоза Ленина Мегино-Кангаласского района. Из 2 колхозов они вот первые посетители ВДНХ. Вот можете это самое оценить по этому достижению, да. Насколько был это успешный колхоз, насколько они хорошо работали. Ну, потом объединение пошло, объединение, укрупнение, как везде, да. Где-то в 1953 году они с корешка, там Ворошилов или кто колхоз назывался, 2 колхоза объединили, впоследствии вообще это самое, эти колхозы объединили с Хараулахским, Амлойским и совхоз Приморский сделали. Но это история вы больше меня знаете. Вот такое дело. По якутскому языку для них был свободный вход. Они могли почищать это якутские уроки, литературу, хоть грамматику, да. И при этом это самое, от них не требовалось сдавать экзамены и прочее. А вот они по желанию могли оставаться на уроках. И, естественно, вот я даже вот сейчас думаю, да,
Неплохо было бы вообще вот так всех детей объединить на этих уроках. Тогда бы вот разделение это русский, якут, и прочее, да, не было бы совсем. Просто по месту жительства, по адресу, как говорят, по кварталу, по улице посадили в одну школу всех в любой. Они бы и русскоязычные наши ребятишки знали бы по-якутски. Да и якутским ребятам тоже не помешало бы это вплотную общаться с русскими. Да. Никакого разделения там и прочего не было. Вот такое у меня мнение. Видимо, поэтому с севера ребята очень хорошо по-русски говорят. Вот именно. А в центральном у них и акцент страшный, и плохо очень говорят. Да, вот из-за этого, наверное, да? Это из-за этого. Там, на севере очень хорошо говорят по-русски. Там вот в малых поселках, на слегах, то такого разделения нету. Вот, ты русский, я якут, нету. Вот когда мы перешли изучать математику, прочее, да, в нашем наследии, стал вопрос, на каком языке вот это учить математику, физику, прочее, да. Мы подумали и решили учить по-русски, потому что нам сдавать экзамены по-русски и было, будет легче, да. Вот так решили. Я думаю, это самое... я не специалист по педагогике, но это помогло, думаю, мне, лично мне, допустим, и может и многим, да, поступить в технический факультет и освоить инженерию и прочее, да, можно сказать. Я вообще-то вот в 3 сферах, можно, наверное, сказать, отработал, да. Я работал, в молодости в основном был электриком, работал в энергетике. 4 года я отработал мастером по электросетям Жиганской районной дизельной электростанции Якутэнерго. Это при работе было при жизни Васенина нашего. Потом после окончания института я попал в совхозы, и в совхозах я отработал до 1987 года. Это работал я в совхозе Арджикидзевский, в совхозе Волгоняхтарский на Хангаласском районе. Работал главным инженером, заместителем директора по кормопроизводству и прочего. Потом дальше я с 1987 года, можно сказать, переключился в сферу строительства. Я стал главным инженером управления механизации транспорта Якутагорпромстрома, потом последующим начальником, потом акционирование, прочее, я стал генеральным директором этого предприятия. Занимались мы у нас тяжелая техника была, бульдозера, экскаваторы, погрузчики и транспорт. Мы
делали это самое нулевой цикл, как говорится, вот это площадки для строительства. Отсыпали, выравнивали, ставили сваи и прочее. А потом все это начали специализировать, и мы, можно сказать, потом к концу мои дети перешли в чисто транспортную, перевозили строительные материалы по центральным улусам республики. Потому что начали строить каменные школы, каменные дома в районных центрах, поселках. Мы перевозкой этим занимались. Ну и этого мало нам. Мы перевозили много материалов и для строительства от города Якутска. А на обратном мы с Хангаласа возили в район каменный уголь по всему району. Вот. Ну и потом вообще вот это самое объемы вот таких перевозок упали, мы начали это самое тут на подряде, субподряде работать внутри города Якутска. Отсыпали, к примеру, вот это по Чернышевской дамбу, отсыпали это самое по Яркова расширение улицы, отсыпали площадку на столичном рынке, авторынке, ну и возле коттеджа его это самое дворца борьбы. Вот такими, работали, где есть работа. На пенсию тогда когда вы вышли? А? На пенсию в каком году вышли? А я прекратил в 62 году. И в 6 году. В 2006? В 2006 году кончил работу. Видимо, жить. Возле меня, да, вот кто родился, до меня и после меня в младенчестве, после рождения, можно сказать, умерли 5 человек. Понимаете? Каким-то чудом я в этой чередке остался жив. Наверное, отменное здоровье вложили все-таки мне мои родители. 1905 года рождения мама. Вот 42 года она была избрана в Верховный Совет депутатом. Первая из нашего наследия. До попадания в этот колхоз мама наравне с папой охотилась, рыбачилась, чтобы прокормить семью, да, арабу нашего. И последний, до самого, перед приездом в Намы, да, в Барагон, наследник наш, они, говорят, жили в Мулое, и там у зажиточного человека они работников работали. Потрачили, можно сказать. Они, видишь ли, отец у меня умер, когда мне 10 лет было всего. Я про жизнь, конечно, естественно, с ним не успел поговорить. Так. А с матерью было тоже почти так. Я после 7-летки уехал в Кюсюр.
И потом, можно сказать, почти не возвращался. Вот, в 14 лет я поехал в Кучур на среднюю школу. В 17 кончил. Меня в армию не взяли. Приехал сюда сдавать для поступления в центральные вузы. Но с Кучура я первым теплоходом опоздал на экзамен. Тогда же с 1 июля принимали в центральные вузы экзамены здесь. Я опоздал на эти экзамены. Уже прошли 2 экзамена. Приехал в Якутск. Якутск мне тогда не понравился. После деревни она была для нас грязная, с какими-то нехорошими запахами, прочее. Я сказал, здесь учиться не буду, и уехал обратно. Обратно поехал, попал в такси. Там меня встретил заведующий РОНО. Видимо, он меня персонально знал, лично. Говорит: Алеша, ты что здесь ходишь? Я говорю, это самое, не поступил, опоздал на экзамены, а в Якутск не стал сдавать, говорю. Куда пойдешь, спрашивает. Да пойду работать где. В армию не взяли, говорит, молодой еще. И давай, говорит, учителем я тебя возьму, говорит. Ну, я не знал, что я буду работать-то. Ладно, говорю, да, если доверяете. Только, говорю, в родной поселок ты меня не отправляют. Там все дети меня знают и не будут слушаться. Так я попал в Хараулах, учителем труда и физвоспитания. Ну, там замещал всех учителей по биологии, математике, химии. Всех замещал, кто там переболеет из учителей. Вот так и год пролетел, потом со своими же учениками многими поехал в армию. В военкомат приехали, они меня спрашивают, какой класс кончил, какое образование. Я говорю, образование среднее, работал, говорю, учителем. В военкомате не поверили, говорят, ты это самое, не смейся, не балуй, мол. Ну, потом тут ребята же мои ученики были, да, он наш учитель. Вот так и потом военком стал меня использовать как помощника своего, где писать, где что. Так и поехал. А в школу уже я попал в 6 лет, потому это я окончил это. После нулевого класса и прочего, в 17 окончил школу. Ну, в 6 лет посчитали, что я из того, что там сестра и прочее там учатся, я уже знаю там все буквы, там арифметику и прочее, пусть идет. Интересно получилось то, что мы вдвоем только пошли в нулевой класс в поселке. Я и одна девочка. Нас продержали, там проучили первый квартал, потом отправили вот этот Керешке за 70 километров в другой поселок. Ну, там образовался класс более-менее там многочисленный. Нас не стали 2 человек держать в целом классом там в школе. Ну, оказывается, потом, когда я уже призывался в армию, да, в военкомат попали, оказывается, многие
мои ровесники не пошли в школу. 7 лет не пошли в школу. Кто в стадах был, кого посчитали еще маленьким и прочее, прочее. И в итоге вот, нашего года двое только оказались за школьной партой в тот год. Потом меня спасло это объединение колхозов. И вот в 1953 году объединили, и мы стали уже в родном поселке учиться. Ну, я это самое. До 1974 года, да, можно сказать, я сильно-то не отходил. Я в Жиганске, с Жиганска переехал сюда, это в 1974 году. До этого вот в Жиганске, потом после школы, ну, в школах это самое, в своем родном районе, кроме армии. А потом это после армии год это отработал в своем родном поселке мотористом, электриком. Я, конечно, это после института мне сказали это работать технадзором в районе. Но я отказался, пойду в совхоз, и я хочу в селе быть. И попал в это самое Свинск. Красивейшие места. Потом был Гонехтав. Вот в 1987 году только это самое. С 1987 года Покровска, потом. Сейчас я здесь это самое. Ребята мои здесь посчитали, что в Якутске мне и им удобнее будет. Помню это старшую сестру замуж выходила. Это мне, ну, где-то мне было лет 6, по-моему. Ну, между 5 и 6. Ну, так же просто. Нет, конечно, там, в нашем там, мы даже не в поселке жили, а рядом с поселком в ферме жили. Естественно, там все население это в ферму собралось, плюс родственники жениха. И, ну, застолье, конечно, и у них свадьба была летом, и играли там, вот, перетягивались там, и прочее, прыжки там, во сколько возможно там. Там же молодежь тоже была, вот их друзья. Они все вот эти игры играли. Как такового летнего праздника ИСЭФ не было же, да, на севере? Вот Барагон, да, Барагонский наслед по всей славился это по всему району нашему, как Ташкент Булунского района. Он как-то это огорожен так, полностью огорожен Верхаянскими горами, да, и отсечен от дыхания моря Хараулахским хребтом.
получилась она как в котловане. Естественно, там это очень теплая погода всегда держалась. Если даже ветра какие со стороны моря, да, они как-то проходили верхом. Вот поверх Верханских гор, поверх этого Харлахского хребта. И очень хорошо справляли, праздновали Исех. Это самый-самый хороший, лучший Исех, лучший праздник был в нашем поселке. Исех проводил колхоз. И там это самое забивали для стола живность, так, на больших чанах варили, все это, потом это гости, весь колхоз, весь наслед усаживался кругами, да, и вот это прямо всем раздавали мясо, там, суп, кумыс, доили. Я же говорил, что это сам у нас держали этих лошадей, да, кумыс делали, настоящий кумыс. Я такой кумыс в последнее время не пью и не вижу. Ага. Там прямо вот это отличалось тем, что вот с настоящим, они держали в этих настоящих этих сосудах кожаных, да, семя. И это поверху прямо плавало там это самое желтое это масло плавали. Вот они вот такой настоящий выдержанный кумыс ходили, всем разливали, мясо раздавали, все это там ели, пили. Тут же это, ну, конечно, там доклад маленький был про успехи, про задачи колхоза и прочее, да. И потом уже последовали всякие соревнования, спортивные соревнования, скачки на лошадях и прочее. Все это чисто по-якутски, со сохарем, прочее. Там очень красиво, очень это самое, ну, чисто по-национальному проходили это. Последнее, вот, вся руководство района приезжало. Они никак не могли упустить такую хорошую возможность. Да. Так что у нас это... Вообще вот наш наслед, да, Варагонский, вот после перестройки вот начали же это самое национальные наслега, национальные улусы образовывать. Единственный наслед наш Варагонский, они посчитали, что мы якуты, мы не венки, мы останемся это самое якутским поселком, якутским наследом. И им это самое, там всякие льготы и прочее не пошли. Они даже вот не позарились на этой льготы. Сказали бы якуты. Вот это, не знаю, это самое. Ну, по-моему, никто об этом не жалеет. Потому что могли и жалеть, потому что ребята уже здесь общежитие, прочее, без экзаменов, высшей школы, да. Но они на это не пошли бы. Я этим горжусь.
Вот сейчас, на снегу нашему, да, парагонскому, где-то, в общем, 200 лет этому поселению, да. Вот они все вот, в основном приехали, конечно, это верхоянские, с ближайших населенников Верхоянского района. Там, естественно, там в новом месте там была хорошая охота, хорошая рыбалка. Люди настроились, построили себе дома, балаганы, ну, да, в последующем уже побольше, это по-русски срубы, прочее, да. И, естественно, вот за 200 лет люди рубили вокруг поселка на дрова лес. Лес-то там это самое не богатый, лес, ну, полутундра. Полутундра, естественно, это карликовые лиственницы, прочее. Ага. Ну, на строительство шли лиственницы, которые росли где-то в ущельях, возле реки, там, в впадинах таких-то. А в основном это самое, более-менее ровных обширных местах это карликовые вот такие лиственницы. Естественно, сейчас вырубили весь лес. Раньше вот со стороны, от поселка в сторону океана, Ледовитого моря, да, северную сторону не рубили. Не рубили, во-первых, эти деревья были маленькие, ага, тощие, понимаешь, да? Но потом это самое вырубили в окрестностях километрах на 50-40, прочее, естественно. Иногда там вырубали, и сейчас поселок, можно сказать, стоит в зоне тундры. Не полутундра можно считать, а чисто тундра можно считать. Вырубили окрест весь лес. И сейчас у них это очень затруднительная заготовка дров. Притом это до недавних пор, да, там и кирпичных печей-то не было, да. Это железные печки надо было с утра до ночи, и ночью топить, и прочее, чтобы тепло было в домах. И вырубили. Вот сейчас, вот, допустим, вот Анатолий Чемшоев уже много лет агитирует малую атомную электростанцию. И говорит это самое, вот стоимость этой электростанции будет колеблется не так уж дорого. От 5 миллионов там и выше, да, уже по мощности. Вот я что думаю, есть вот в таких поселках, вот в Бургон нет доступа, транспортного доступа, нет автодороги. Омулой, река Омулой, не судоходная, вследствие того, что Нагорная река. Там пороги такие, да. Ни в какой периоде, ни в какой момент туда не попадешь, это самое, теплоходом. Ничего не завезешь. Дорогой
дорогу, я говорю, автодороги нету. Зимник и то, это самое, пробивать, это тоже дорого. Вот и гонят там это самое электростанцию. Мы это без тракторов, без автомобилей сейчас это не прожить. Туда надо доставлять горючее, да. Все это очень дорого, все это очень затруднительно, и выручкой было бы это самая установка вот таких электростанций, малых атомных электростанций в этом поселке. Она бы обошлась, я думаю, ну, максимум 10 миллионов, допустим. Я не знаю вот сейчас, за сколько миллионов это туда доставляется это горючее на все эти нужды. Да и содержание его, да, там надо зарплату дизелистам, электрикам, прочее, прочее. Вот окупилась бы она ну, за год, за два, наверное. Вот я не понимаю, вот политику сейчас толкает, да? Ну и правительство, наверное, готовит. За 2 миллиарда рублей они хотят где-то возле Черского или где поставить атомную электростанцию. За 2 миллиарда, да. Ну, ладно, она, если там заработает, да, ну какое там производство будет? Ну, может, хороший там рыбный цех будет или заводик рыбный, да, больше ничего. Может, рядышком где-то там золотоискатели используют. Но если по всему побережью протянуть электролинию, да, ну это же это тоже невозможно. Так что вот КПД вот этой 2-миллиардной атомной электростанции плавучей никакого не будет. Вот, и вот эту сумму перебросят этим нашим военным заводам, что они построили вот эти десятки и сотни малых электростанций, и разбросать это по всему нашему северу, да не только северу, и сейчас вот это Хангаласский район, допустим, да, от центральных сетей не питается электричеством по вдоль реки. Так что вот надо думать, не знаю, что надумает в нашем правительстве.